Достоинства и недостатки Бурятии и Улан-Удэ. Ну, достоинства известны всем. Это наша экология, это наши дружелюбные люди, это наша национальная веротерпимость, то есть толерантность нашего народа. Ну а недостатки — это может быть низкий уровень культуры, слишком, мне кажется, развито у нас пьянство. Ну, вот, если мы поработаем над собой, то у нас будет очень прекрасно. А что, только у нас, что ли? Ну, не только у нас, но у нас очень сильно выражено. Все от разгильдяйства. Самая главная черта вообще россиян — это разгильдяйство, и все беды от этого. Ну да, лениться тоже надо поменьше. Есть такое дело у нас. Менталитет, говорят. А вот. Еще, если вернуться к достоинствам, Марина, если вернуться к достоинствам, то мне очень нравится, что у нас разнообразная природа. В какую бы сторону от Улан-Удэ не поехал, ты можешь встретить степи, горы, море, скалы, все что угодно, озера, леса. То есть у нас в Бурятии, чего только в Бурятии у нас нет. Ну, я хотела сказать, что у нас очень разнообразная природа, и нигде, наверное, в мире нет такой природы, чтобы ты поехал в любую сторону от Улан-Удэ и встретил бы такое разнообразие. Есть пустыня, есть степи, есть горы, есть леса, хотите, есть море, хотите озера, то есть это просто феноменально. Да, я бывала в других странах и регионах, и я знаю, что у нас, конечно, природа нас просто наградила. И очень нравится мне наша чистая вода. Я считаю, что у нас разнообразие культур. У нас здесь и старообрядчество, и буддизм, и православие. И в последнее время стали появляться новые течения протестантского толка. Но я считаю, что ислам, построили мечети ислам, я считаю, что все это только обогащает нашу разнообразную культуру Бурятии. Я 2 года провела в Америке, и я там увидела, что люди разных рас, разных религий, вероисповеданий, разного цвета кожи вполне мирно уживаются между собой, и очень много представителей разных религий. И вот даже у нас в университете была такая церковь, в которой по очереди отправляли свои религиозные нужды разные представители разных религий. Я впервые увидела, что вот одна и та же церковь может служить людям, представителям разных религий. То есть, мне кажется, хорошо, когда вот такой мультикультурализм. Ну, я недавно была в Китуйском Дацане и видела скульптуру Занданжу, прижизненное изображение Будды из дерева. И на меня оно оказало очень такое впечатление большое. И я там, ну, как сказать, ну, поверила, не знаю, какие-то высшие силы, что ли. Ну, это вопрос, как из анекдота. Как-то Марию Кюри спросили на банкете: расскажите мне все про физику. Ну, вообще, если сказать вот мои самые, так сказать, сокровенные мысли по этому поводу, мне кажется, идет негативная тенденция в отношении образования, социальной защиты и всей социальной сферы. Негативная тенденция, скажем так, секвестирования, коммерциализации и перевода этой сферы на какую-то, знаете, такую какую-то бездуховную, какую-то коммерческую основу с целью экономии государственных средств, но при этом теряется очень многое. Например, когда-то у нас был маленький интернат в каждом селе Бурятии, и пожилые люди, которые остались без присмотра, они жили в своем селе, только в другом доме, ну, например, по 10-20 человек. И они как бы не теряли связи со своей родиной, были недалеко от родных могил и питались той же самой пищей, видели те же самые пейзажи. И вот когда произошла оптимизация, так сказать, то всех пожилых людей поселили в 2-3 больших интерната, что на них очень плохо сказалось. Хотя были причины очень веские, там пожарная безопасность, там экономия средств и так далее, но понимаете, вот когда вот такая идет коммерциализация социальной сферы, то очень много теряется в таком именно вот в человеческом плане.
Если в общем сказать, то же самое про образование можно сказать, то же самое про культуру и про здравоохранение и про социальную защиту. Мне кажется, мы куда-то не туда идем. Самые лучшие наши достижения мы теряем год за годом. Инвалидов в Бурятии 70 тысяч, пожилых несколько сот тысяч, детей, по-моему, тоже несколько сот тысяч, поэтому это вопрос слишком большой. А что касается инвалидов, то инвалиды очень разные. Почему-то у людей такое мнение, что вот раз жилой комплекс колясочников, то в этом комплексе обязательно должны жить все инвалиды. На самом деле здесь места для всех не хватает, и здесь только 83 семьи живут. Есть еще такой стереотип, что у нас здесь какой-то там дом-интернат. На самом деле это обычный жилой комплекс, и с единственным отличием, что мы не можем наследовать наши квартиры, в которых мы живем. Очень много людей с инвалидностью пожилого возраста, таких людей свыше 50%. И жизнь, конечно, их легко не назовешь. И вот все, что мы можем делать в нашей общественной организации, это создавать безбарьерную среду обитания для них, чтобы они могли подниматься с помощью перил, чтобы были лифты, чтобы были пандусы, чтобы бордюры не были высокими, в местах пешеходных переходов. То есть вот это то, что мы можем сделать для них. Но у нас всего 3-4 человека колясочников, поэтому я считаю, что и это неплохо. Благотворительность, у меня к ней неоднозначное отношение. Я считаю, что благотворительность должна быть такой, чтобы она побуждала тех, кому дарят, побуждала к изменению своей жизни. Понимаете? Можно приехать в детский дом и вручить на Новый год кучу сладких подарков. А можно приехать на Новый год, устроить праздник, катание на лыжах, научить чему-то, провести мастер-класс, обучить там, я не знаю, какому-то способу рисования или там рукоделия или еще что-то. Можно взять детей, договориться с друзьями, взять по одному ребенку на новогодние каникулы домой. То есть вот это как бы благотворительность, чтобы человек хоть увидел, что другая жизнь бывает, хотя бы на каникулах. Поэтому я против такой благотворительности, которая развращает людей и которая, из них делает потребителей. Поэтому у нас очень много такой благотворительности, я против такой благотворительности. И потом она у нас как-то сконцентрирована в основном в Улан-Удэ. Как только речь идет о благотворительности, детский дом в Улан-Удэ, поедем что-нибудь подарим. А как насчет детского дома в Закаменске, 400 километров от Улан-Удэ? Как насчет детского дома в Читкане, в Баргузине? То есть, мне кажется, надо было бы как-то быть более справедливым в этом отношении. А что касается политиков, то у меня просто... Мне импонирует Мизинин Сергей Георгиевич. Он очень деловой, очень трудолюбивый такой человек, который держит слово. Это представитель «Справедливой России», зампредседателя по социальной политике. С Бальжиром Байрам Ивановичем мы находим общий язык в плане, вот он тоже совсем не пьет, и вся семья у него трезвая. В этом плане мы с ним хотим несколько провести мероприятий. Он сейчас «Единую Россию» в Бурятии возглавляет. Сегодня видела передачу про Павлова. Тоже понравилось то, что человек, видно, что он человек от земли, что он сам спортсмен, бывший сам, то есть вот мне понравилось. Потом Владимир Матханов, сейчас он заместитель председателя правительства по социальным вопросам. Он как только стал заместителем председателя, он объехал все социальные учреждения, переговорил со всеми людьми, выяснил, какие проблемы. И вот мы сейчас работаем в таком плане, что я посылаю ему какие-то аналитические записки, и если есть возможность, то он помогает решить вот эту данную социальную проблему. Что-то вроде советника я сейчас у него. То есть есть политики, которые думают именно о деле прежде всего, потому что у нас люди как говорят, что вот политик, вот он обязательно там какой-то коррупционер или думает только о себе. Я думаю, что есть политики, которые думают о деле. Знаете, наверное, мне трудно отвечать на такой вопрос, потому что я наполовину бурятка, но я не знаю бурятского, за исключением нескольких песен и 15-30 обиходных слов. И, в принципе, это я понимаю, когда ко мне люди обращаются и что спрашивают, но ответить на бурятском не могу. И вот недавно, наверное, какой-то знак судьбы был, подошел ко мне мужчина на улице и говорит: вот мой телефон, я готов вам давать бесплатные уроки бурятского языка. Вот, я думаю, ему надо позвонить.
И скажи, что мама-то у тебя финского Нет, ну это происхождения. понятно, что я с детства говорила только по-русски, и русский мой как бы родной язык, ну это понятно, но это не оправдывает меня. И люди очень разочаровываются, когда узнают, что я не знаю бурятский. И я сама, честно говоря, вот тоже вот особенно когда песни на бурятском языке, пословицы, поговорки, когда вот именно в переводе они уже теряют как бы как-то очарование. И вот такие песни, как Саган Дали, вот такие глубоко философские песни, поэтому надо, конечно, надо с этим что-то делать, еще не поздно, я думаю. У меня Алдар, он такой очень сдержанный, такой, как говорят люди, такой интеллигентный, он очень философски настроенный. И так, иногда такие вещи скажет, что просто хоть стой, хоть падай, думаешь, что он маленький. А иногда, кажется, правда маленький, вот послушаешь у него рассуждений. Мальчики, они позднее взрослеют, у нас еще все впереди. Вот, а сам он все очень добрый такой человек, отзывчивый. И вот что интересно, у него друзья, вот как в первом классе появились, вот они до сих пор все те же самые. Это что-то говорит о человеке. То есть у него там каждый год друзья не меняются, там какие-то новые компании там. Поэтому недавно у меня было 50 лет недавно, и он сделал мне сюрприз. Он спел песню, знаете какую? Вот из бременских музыкантов. «Луч солнца золотого», там что-то такое, там баритоном своим. И у него, оказывается, такой баритон интересный, и все гости чуть не упали. И главное, этот сюрприз держал до последнего. Я думала, ну какой-нибудь рэп, наверное, исполнит там. Ну, как обычно, да, молодежь. А он вышел так: «Луч солнца золотого». Там что-то. Все так прям вообще повезло с сыном. А как вообще молодежь в Бурятии? Вы общаетесь же, наверное? Молодежь в Бурятии интересная появляется. Очень много ребят, которые волонтерством занимаются. Много ребят, которые не курят, не пьют, ведут трезвый образ жизни. Потому что в наше время это тяжело, в наше время это как бы трудно. Но это пошла новая мода с Запада. И я надеюсь, что вот эта молодежь, которая сейчас, вот, которой по 17-20 лет, что она не потерянное поколение. Вот, может быть, вы обидитесь на меня, вам где-то лет 30. Мне кажется, 30-летние это уже в какой-то степени потерянное поколение. Это те люди, которые родились, выросли в то время, когда у нас безудержная реклама пива, что там ханали в интернете, по телевидению, там непонятно какие ценности, непонятно какой строй. То есть люди просто, у них, мне кажется, у них приоритеты вообще все в голове там в кашу какую-то превратились. Поэтому вот на это поколение большая надежда, которая сейчас идет молодое. Ну, видишь, такие вопросы. Думаешь, моего поколения нет уродов? Есть. Нашего с тобой. У нас скорость в Бурятии стала чуть-чуть повыше, чуть-чуть подешевле стал интернет, но по-прежнему мы очень сильно отстаем от регионов, где скорость неизмеримо выше и интернет гораздо дешевле, на 2-3 порядка дешевле. Ну, это просто мы очень терпеливые, очень молчаливые люди, не выступаем, не судимся, я не знаю, там, не жалуемся на это. Ну, 2-3 раза больше платим, чем в Иркутске или в Новосибирске. Ну, как говорится, молчим. Ну, пока молчим, значит, денежки с нас берут. А что вы конкретно где сидите? Вы имеете в интернете, я зарегистрирована в Фейсбуке, ВКонтакте. У меня там страничка, нашей организации страничка есть на Фейсбуке. И в Информполисе у меня блог, на Байкал Дейли блог, и есть живой журнал, Live Journal. Ну и, в принципе-то, хватает интернет-общения. Я скайп не устанавливаю, потому что я заметила, когда сидишь в чате или в скайпе, очень много времени занимает. Поэтому даже если на меня кто-то выходит в чате, я говорю конкретно вопрос, что хотели, потому что там, знаете, как начинается, меня почему-то бесит в последнее время. Привет! Как дела? А как у тебя? А уже 10 минут прошло, думаешь, ну елки-палки. Давай, говори, что хотел. Сразу говори, что хотел, я тебе отвечу. Поэтому я даже бываю грубой. Да. Вот мне очень нравится спортсменка Ирина Батарова. Она молодая девушка, только что закончила юридический факультет БГУ, и она первая из инвалидов Бурятии, кто представляет
нашу страну на Паралимпийских играх в Лондоне. Я желаю, чтобы она заняла достойное место на этих Паралимпийских играх. У нас вообще странные моды на улице. У нас почему-то девочки ходят каждый день на высоких каблуках, в каких-то немыслимых, каких-то синтетических нарядах. Так в России есть первое золото Лондонской Олимпиады. Дзюдоист Арсен Галстян в финале схватки весовой категории Извините, до 60 сейчас я килограммов уже на 40-й вырублю. секунде победил японского борца. Очень символично. Ура! То есть и все чаще и чаще начали встречаться дети в джинсах, футболках, на низких каблуках, в кроссовках. То есть так, как ходит молодежь всего мира, в принципе, в одежде ХБ, функциональной, а наряжаются в каблуки или там в какие-то вечерние платья, наряжаются только на дискотеки или на какие-то мероприятия, там, на свадьбы и так далее. А у нас почему-то так люди ходят каждый день, и мне кажется, что это как не совсем правильно. И здесь много объяснений есть этой тенденции, в том числе и что у нас острая нехватка молодых людей, начиная с 25 лет, резкий гендерный дисбаланс. Мужчин меньше, женщин больше. А что делают женщины, чтобы привлечь внимание мужчин? Чистить перышки, там, не знаю, там, как оперение меняют там и так далее. Ну, то есть, может быть, в этом дело. Что у нас люди не в простоте ходят каждый день, а вот именно там 3 тонны косметики на лице, там, я не знаю, каблуки там и так далее. Мне кажется, что это тоже со временем придет все в норму, устаканится. И опять же все с Запада придут, все эти моды на простую одежду, на джинсы, на футболки, на функциональность. По местным каналам я смотрю в основном новости, потому что на больше нет времени, но если время появляется, то я стараюсь смотреть передачи о готовке, о строительстве. Есть очень хорошие передачи, в последнее время появились о людях, например, о рабочих с авиазавода, о рабочих с ЛВРЗ, о обычных людях, тех вот, которые на сегодня платят налоги, работают, потому что у нас какое-то в свое время был перекос телевидения. Почему-то передачи снимали только про гламур, про звезд, там, не знаю, про артистов, про спортсменов. А ведь есть обычные люди, которые работают каждый день и на которых держится наша земля, наша страна. Мне нравится, что у них начали появляться различные ток-шоу, например, там шоу в современных танцах, забыла, как называется, шоу «Вкусно», там «Детектор лжи». Конечно, мало передач, вот, допустим, вот, например, что-то случилось в республике, тут же собрали людей, обсудили. Ну, это формат ток-шоу, но у нас в Бурятии его почти нет. Я написала сценарий к 10 таким передачам, они прошли на ГТРК Бурятии. Но я хочу нынче осенью продолжать эту работу. То есть брать какую-то злободневную тему, шоу называется, шоу это плохое слово, наверное, мы его называли по-другому, общественная телевизионная дискуссия. Потому что немножечко слово ток-шоу уже носит немножечко негативный такой характер. И вот осенью будем продолжать эту работу. И вот хотелось бы, чтобы было побольше вот таких дискуссий на злободневные темы, чтобы люди имели возможность высказаться по любому волнующему их вопросу. Я, честно говоря, все читаю. Все, что в Бурятии, все газеты, какие выпускаются, основные, я все читаю, потому что каждую неделю беру газеты. Я же хожу 3 раза в неделю на диализ, и у меня там очень много времени. Это получается 12 часов в неделю. Я это время трачу на чтение. Поэтому я все читаю, и, в принципе, это, ну, как говорить в общем, надо, наверное, говорить о какой-то конкретной газете или о какой-то теме. Что нравится? Ну, я все читаю, аналитику читаю, что происходит, как к этому относятся люди в интернете, какие комментарии появляются, как реагируют. Ну, то есть, интересно все, конечно. А что вот еще не хватает, хотелось бы больше журналистики в Бурятии? Не хватает более объективного, более качественного, более глубокого освещения проблем, которые волнуют людей. То есть журналистам, мне кажется, надо глубже копать. Но, понимаете, у них там свой план, каждую неделю надо выдавать 2-3 статьи, и чтобы
глубоко копать, видимо, просто нет времени или желания. Недавно вышла статья о том, что Улан-Удэ не имеет доступности. Журналист проанализировал одну улицу и сделал вывод, что в Улан-Удэ нет доступности. И что вся, в кавычках, как она сказала, хваленая работа по безбарьерной среде – это все чепуха и глупость. И что ничего этого не было сделано. Но я считаю, что это неправильно, потому что надо было покопать глубже журналисту. Надо было отойти хотя бы на 2 шага в сторону от улицы Ленина, спросить в архитектуре, спросить в стройнадзоре, спросить у самих инвалидов, как они к этому относятся, что их не устраивает, где хорошая безбарьерная среда, где плохая. Я же не говорю, что все идеально. Просто нельзя вот так вот мазать все черным цветом, причем на примере только 1-2 улиц. Мне кажется, так нельзя делать. Ой, Володя, картошка сварилась. Вы ли я? Я же картошечку это. Ну, я в общепит не хожу, как правило. Где-то 2 раза в год, может быть, я хожу куда-то с родными на день рождения. Там. Ну, вот мне нравится, как готовят китайскую кухню в ресторане «Шанхай» на Арбате. Вот там гобаджоу очень хорошие. Вот. А вообще, я общепит не признаю. Я не признаю пищу искусственную. Стараюсь, чтобы все было натуральное. Ну, вот, например, молоко, здесь хожу на рынок, беру свежее. Рыбку родители солят, у них дача на Байкале привозят. Картошечка тоже у них, они 40 мешков снимают в год урожай. Вот, то есть мясо я тоже беру не то, которое с Николаевского или там с каких-то, с Бразилии, а беру мясо, ну, такое, которое люди привозят из деревни. Ну, то есть стараюсь, как бы, потому что если посмотреть западную прессу и западное телевидение, там все с ума сходят по биопродуктам. Это по тем продуктам, которые мы каждый день едим со своей дачи, с огорода, с деревни. Вот, поэтому мы, в общем-то, круто живем в этом плане. У нас биопродукты доступны даже по цене ниже, по цене ниже, чем вот эти так называемые продукты с Бразилии. Там. Куда пошел? Володя, посмотри-ка он на занавеску. Он артист. Он на занавеску Он хотел. еще это. Дай Ой, ему извиняюсь. по жопе. Ой, блин, я палочку поставила. Ну, я особо не продвинутый в этом плане человек. Мне нравятся монгольские певцы и певцы из внутренней Монголии, из Китая, которые к нам приехали. Я не понимаю, в чем дело, но они поют, они вроде поют те же самые песни на том же самом бурятском языке, но в них чувствуется какое-то такое первобытное какое-то начало, вот именно действительно наше народное, вот исконное, вот, я не знаю, мы немножечко как-то русифицировались, что ли, здесь, в Бурятии. А когда приезжают люди из Монголии, из внутренней Монголии, из Китая, то они поют так, что вот так и представляешь себе эти степи, эти стада скота, бегущих коней, то есть юрты в степи, вот это все просто все так и представляешь, когда они поют. Мне очень нравится, как они исполняют. Оперные певцы появились очень интересные, молодые. Эдуард Жакбаев, Аюна Базаргуруева, Ольга Шарапова. Очень нравится. Я в молодости брала уроки оперного пения полгода. Ну и в принципе-то на этом, как говорится, моя закончилась вот это все. Но я время от времени могу что-нибудь с подружками по ягоду ходить. Что-нибудь такое. Люблю дома. Но меня за это ругает муж. Он говорит, так, кто? Ага. Кто это был? Этот, наверное. В сфере культуры Бурятии меня больше всего смущает так сказать, мне очень не нравится, что когда едешь по селам, дома культуры забиты, зияют окнами, либо забиты. Как так в селе, на селе нет дома культуры? Мне кажется, это катастрофа. Недооцененная еще. Мы еще действительно будем пожинать плоды того, что на селе нет домов культуры или функции дома культуры переместились в школу. Дом культуры и школа – это разные вещи. И мне кажется, что вот надо культуру сохранять, наверное, на уровне семьи, бурятскую культуру. Жаль, что вот с детства меня не научили бурятскому языку, хотя у меня отец бурят.
Но вот, мне кажется, передавать именно в семье, чтобы люди передавали язык, передавали культуры, передавали обычаи. И, наверное, зря мы разрушаем патриархальные семьи. Когда бабушки и дедушки с нами не живут, то не от кого набраться вот именно вот живой культуры, которая передается из поколения в поколение. Я помню, мы жили долгое время с бабушкой, она пела карельские песни, русские народные песни. Я вот до сих пор они как бы у меня вот звучат прямо в ушах. И она рассказывала о том, как раньше люди жили. Вот это вот, наверное, есть культура. Культура же не только песни и пляски. Культура это же вот быт, привычки, вот, традиции наши. И мне кажется, что нам надо кое-какие культурные традиции возвеличивать, вот почитание старших, чтобы не отдавать детей в дома ребенка. А кое-какие традиции нам надо просто забыть и на них поставить крест. Это традиции выпивать по поводу и без повода, выпивать даже на поминках, выпивать, не знаю, на свадьбах, на юбилеях и так далее. Все говорят, что как же без этого, это же традиция, это же культура. Вы знаете, этим традициям от роду 40-50 лет. А сколько лет живет бурятский народ? Сколько лет существует русский народ? Тысячелетиями люди не отмечали каждый праздник. У них была тяжелая трудовая жизнь, и они очень редко выпивали, и то спиртное было, ну, градуса 2-3, это молочная водка, хмель, там, вот такие напитки люди выпивали, ну, это что-то вроде типа кваса. А такого, чтобы пить крепкие спиртные напитки по поводу бани, по поводу юбилея, по поводу дня рождения ребенка, по поводу, там, я не знаю, там, поминок и так далее, такого никогда не было. Это какие-то придуманные, какие-то, значит, искусственно созданные традиции, которые прежде всего на руку тем, кто производит, продает алкоголь, и тем, кто держит рестораны, там, бары и так далее. Мы, в принципе, работаем на них, обслуживаем их проблемы, когда у нас полно дома своих проблем. Мы можем съездить на горнолыжный курорт, вместо того, чтобы каждую неделю ходить там, в ночной клуб, да? Раз в год можем съездить, да, сэкономив эти же деньги. Мы можем, я не знаю, купить ребенку велосипед, вместо того, чтобы устроить какую-то гулянку и так далее. Давайте на себя внимание обратим, почему мы должны на кого-то работать. И мне кажется, с этой традицией точно пора заканчивать. Я для себя приняла обет трезвости, и, в принципе, достаточно трудно оказалось его держать, потому что постоянно находятся люди, которые все время уговаривают и уговаривают. Ну вот для сосудов, ну вот для компании, ну пригуби, вот это идет постоянно, поэтому достаточно трудно держать этот обет трезвости, но тем не менее, это не потому, что я последователь какой-то религии, это я просто для себя приняла, я уже не могу смотреть на то, что творит спиртное с нашим народом, как хорошие люди погибают, как дети становятся сиротами, как бездомными люди становятся. То есть там везде алкоголь. Вот какую бы аварию ни взяли, какое бы несчастье, там везде алкоголь. Показать истинный облик Светланы Будашкаевой. У людей насчет Светланы много стереотипов. Она на самом деле не такая, как ее рисуют, так сказать, как у нее образ в прессе выходит, получается. И это очень такой самоотверженный человек, который старается делать добро людям, просто ее не понимает. Может быть, если вы такое интервью возьмете, может быть, вы покажете ее истинный облик. Потом можно было бы поговорить, у нас есть такой уникальный человек на авиазаводе, руководит первичной организацией инвалидов Ольга Потемкина. Это такой человек, который переживает за каждого инвалида. Она просто душой, кому коляску достать, кому там помочь, у кого сложная ситуация в жизни сложилась. И вот никто о ней не знает, и вот хотелось бы, чтобы у нее взяли интервью, может быть, и вы, и, может быть, еще в какую-то газету можно было это интервью отдать. Вот. Еще у кого можно было бы? Дарима Дымчикова. С Даримой Дымчиковой поговорите. Организация ГРЛ. Организация молодых инвалидов ГРЛ. Она из знаменитой семьи Дымчиковых. Те, кто развивает бурятскую культуру. Жанна Дымчикова, редактор, выпустила бурятский учебник на бурятского языка. Да? Родени Дымчиков сейчас отвечает за молодежь в мэрии. То есть вот такая семья. Вот с Даримой Дымчиковой можно было поговорить. А вот еще с кем можно было поговорить? У кого еще интервью взять? Это же не мне, как бы, а совет всем журналистам, кто будет смотреть Бурятии, да?
Кого еще? С Сергеем Александровичем Роговым переговорить, если даст интервью. Это человек, который делает огромные дела благотворительные, и никто не знает об этом. Он построил биатлонный комплекс на Аршане. Он создал условия для занятий баскетболистов. Он такой самый передовой торговый комплекс, вот этот People's Park построил, где вся доступность для всех категорий, для детей, для матерей с маленькими детьми, для инвалидов, то есть там очень здорово, вот как раз вот это получается что-то вроде центра общения. Там молодежи много, они там приходят, разговаривают, естественно, все это здоровый образ жизни, там тренажерный зал, спортивный зал, и они дальше продолжают строительство. Я понимаю, что наши люди не очень хорошо относятся к коммерсантам, но вот Рогов в данном случае, он как вот меценат и как бизнесмен, и который абсолютно в тени остается. Никто, даже фамилию не знает, кто владеет этим комплексом. И кто его построил, чья идея была. Да, я тоже не знаю.